усмехаешься, когда рассказываешь о своей жене. Действительно, Давид Гусар, своего друга и однополчанина. Я сейчас вызову тебя на дуэль и пристрелю, если тоже не начнешь. Много предупредил тот. Чего не начну? Растерялся Гусар. Задыхаться, дурак. Разрядил в него свой пистолет, оскорбленный душ. Мемуары. Кавалерии Великолуцкой. Методички недобросовестно составлялись. Напутали с любовью где-то в самом начале. С половой жизнью ясность не внесли. Потому столько одиноких мужчин и женщин. Нелегко прожить большую часть жизни в уверенности, что главное в любви – гигиена и профилактика нервных заболеваний. А потом сообразить, что без семьи нет общей картины. Не жизнь. Шаблон для кредитного резюме. Хотя в быту спора нет, удобнее. Но обосновать с точки зрения удобства семейную жизнь нельзя. Но семья – это неудобно. Это череда требований на пустом месте с подпиской о невыезде. Но альтернатива только монастырь. Нет, тоже люди живут. И не самые грешные. Мало того, это удар Божий, имеющий жить наедине с собой. Ну, а кого Господь сподобил, тому жениться. Искать созвучную душу, найти, срезонировать и жениться. Лично моя партитура выглядела так. Году эдак в 1992 вышел я на заре, молодой бутуз, из модного ночного клуба в районе станции метро Университет. И лицом к лицу столкнулся с семьей. Молодой семейство, супруга и двое детей направлялись к лесу с лыжами наперевес. Отец на ходу говорил сонным домочадцам: 3 круга к роднику и назад, иначе в утренней почте не успеем. Мини, возражала ему хорошенькая супруга, мы в 7 утра вышли. 40 кругов до 11 сделать успеем. Будильник нужно проверять до завтрака. Долго я смотрел вслед. Завидовал. Купила жизнь инфанта на 3-й сорт и сюжетец купила. Разумеется, тут же вспомнил, как я брел каждый день по 3 километра из школы через вспаханные черные, засеянные кормовой свеклой поля, смотрел на линии высоковольтных передач, величественно мерцающие серебром на фоне участков в тех краях грозовых массивов. Думал о главном. О любви. Потому что она, что ни говори, главное. И детский рассудок рисовал картины завоевания великих империй для эффектного поднесения их к предмету своего чувственного вожделения. Потом крылья памяти увлекли меня в осиянный светом полной луны скальный город Херсонесом, где я тоже думал о любви. И сознание юноши шептало о срочной необходимости безнадежно заболеть кем-то маниакально желанным и по возможности теперь симпатизирующим, хотя последнее тогда было статьей необязательной. Любовь, как и ее отсутствие, огромный источник творческой энергии. А много ли надо чистолюбивому юноше? Так, воистину. А ныне горизонты моего рассудка взорвали зорницы воспоминаний о том мгновении, когда я доподлинно осознал, что искомый объект в границах досягаемости и контроля. Уровень моей убежденности на тот момент достиг таких вершин, что внешние обстоятельства не имели значения. Я взял объект за руку и повел за собой.
Мне еще ничего не было известно о стратегии семейной жизни, но я трезво осознавал, что веду за собой все. Непокоренные силы дикой природы, смертельные тайны океанических бездн, ошеломляющие безумие антиматерии, агонизирующие сверхновые, за доли секунды до вспышки мягкие сны, обязательного для каждого смертного небытия. С упоением меломана я слушал тихое дыхание любимой и чувствовал, как ее длинные, бледные, но удивительно сильные пальцы пронзали холодом. Пришлось надеть перчатку. И далее, растянутый на 3 года эпизод, как мы летим, обнявшись с восторженным ревом в пропасть. Мимо проносятся чьи-то измененные скоростью падения лиц, обрывки фраз и всплески совершающихся событий. Время оказалось именно столько, сколько я, маленький малыш, заказывал сковородку из детства. Больше, чем я мог завоевать. Я не заболел любимой, как загадывал, завязывая в скальном городе на одном из деревьев в правом носу. И теперь все мои действия лишь отзвуки незначительных движений ее души, часто хаотично, противоречивы, бесцельны, чудовищно выборная конструкция. Но жизнь без нее невозможна. Да я и жив только когда она. Если посчитать, то по человеческим меркам сейчас мне 10 лет. И с любимой мы видимся регулярно только утром и вечером. И это мой открытый секрет возможного долголетия. Знаете, я не люблю цветы. Вот не люблю их, неудобно носить в руках. Но иногда я все же дарю их крохотным рамам. 5 белых роз и 2 алых. Они так точно характеризует происходящее в моем сердце, когда я заглядываю в ее глаза после стопки кайфарса. Она воплощенное отрицание всего, что нравится мне. Это очень помогает поддерживать форму, и плюс я отвлек ее детьми. Хотя при ее любовном безбрежии дети — минутная передышка. Дети — невольные спутники нашего брачного приключения. Они с любопытством наблюдают за нами со своего возрастного укрытия, стараясь запомнить некоторые самые интересные для себя яркие реакции, то и дело пересекающие жерла гигантского водоворота житейских противоречий. Она истинность в своем окончательном значении. Ее изображение можно распространять среди примитивных народов как объект религиозного поклонения. И самое забавное в этом то, что если перед ней поставить эту задачу, она найдет способ соответствовать ей. Только Христос милостью своей ограждает мир от проявления могущества ее веры. Судя по всему, именно Он и доверил мне любимую для сдерживания в этой жизни за пределами Он. Смерть приказа не отменяет. Если придется, я изменю законы природы и найду новый способ владеть любимой. Я создам еще один мир и буду ласкать ее волосы лучами апрельского солнца, целовать ее холодные руки ледяными потоками лесного ручья. Я разобью зеркало реальности, чтобы видеть в тысячах осколках линию ее профиля. Я заключу время в круг, чтобы тысячелетиями слушать ее смех. Она владеет привилегией святых. Ее все считают своей. Итальянцы пылко клянутся, что именно так должны выглядеть настоящие итальянцы. Немцы разводят руками от очевидности ее германских кровей. А евреи, прошу прощения, таки ленятся об этом раньше. Но она не станет.
нужный университет. По факту венчания на страшном суде ваше дело вытянет только один сын. Простыми словами, любимая моя единственная надежда. Но и это не главное. Главное — сын. Театр «Гротеск», Артем Коминов. Это была премьера моноспектакля. Позвольте вручить Артему цветок. Спасибо огромное за работу и благодарственным письмом. Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Безумно рад видеть те лица, которые я знаю, и еще более я рад видеть тех, кого я не знаю. Честно, это может быть какой-то лайфхак, я не знаю, или что-то еще. Будучи руководителем коллектива, я сам сыграл спектакль по одной простой причине. Сейчас в разработке театра студии «Гротеск» находится постановка, социальная постановка под названием «Норды». И в октябре месяце состоится премьера этого спектакля, на который я приглашаю каждого сидящего здесь в зале. Спасибо вам большое.